Фатима Османовна Агиева – одна из тех преподавателей, которая вкладывает частичку души, все свои знания в дело воспитания, образования кадетов. Они приходят сюда детьми, а прощаются с нами юноши, вступающие в жизнь. Годы, проведенные в кадетском корпусе, наполнены кропотливым трудом. От их учебы и нашей работы зависит будущее выпускников, считает она. Воспитание всех наших кадетов, оно как-то, знаете, отличается от тех школьников, которые учатся в общеобразовательных школах. И когда наши детей отправили в Москву, нас, конечно, это очень обрадовало. И очень нас обрадовало то, что они заняли второе место среди 26 вот этих вот школ, где они принимали активное участие. Мне кажется, это заслуга нашей администрации корпуса, а также наших учителей, наших воспитателей и даже тех персонала, я сказала, которые смотрят за нашими детьми. Мы очень рады и горды тем, что сегодня наши кадеты заняли именно второе место. И мы хотим, конечно, чтобы они нас именно выбрали тот, конечно, вуз вот, или профессию, где вот по желанию их. Но, конечно, мы имеем такое, знаете, направление, чтобы вот военные какие-то эти профессии они выбрали, чтобы они у нас были такими, знаете, честными, добросовестными, выполняющими свои обязанности, где бы только они ни были. Но мне кажется, у них это получается. Сегодня, например, я горжусь тем, что сегодня я работаю с кадетами, что я вот работаю именно в этом Горском кадетском корпусе. Знаете, я вот работала и в Грозном, и в Туркменистане, и сегодня я работаю в этом корпусе, я, конечно, вижу большую такую разницу. У нас дети очень воспитанные, доброжелательные и стремятся к знаниям. Это самое главное. Вот. Раз если у них есть знания, значит, они могут и работать, они могут и учиться. Ну и, конечно, в дальнейшем жить как достойно своей жизни. В кадетском корпусе трудится опытный коллектив преподавателей и воспитателей. Это люди, влюбленные в свою профессию. Несмотря на то, что детям здесь созданы все условия для учебы, проведения досуга, отдыха, самоподготовки, из-за специфики учебного заведения они много работают и, естественно, нуждаются во внимании педагогов. Что касается лично моего предмета, я вообще должна сказать, что наши ингушские дети, они к языкам имеют большие способности. И есть очень много детей, которые действительно способны и очень достойно представляли себя вот лично в тех заведениях, где они сейчас в настоящее время учатся. К нам приходили хорошие отзывы. Вот у нас в этом году, например, закончил Матиев Куреш, выпускник наш, закончил Институт иностранных языков в Москве, и в настоящее время он уже вышел работать, если я не ошибаюсь, в Санкт-Петербурге военным переводчиком. И вы знаете, как это приятно. Это ваш выпускник? Это наш, да, наш выпускник Горского кадетского корпуса, да. Вот. И вот такие проявил он свои знания по английскому языку. Вот. И вообще очень много отзывов. И у нас в институте, в Ингушетии тоже учатся представители, то есть наши выпускники. Вот в этом году некоторые из них тоже ездили в Лондон, посетили Англию, да. Приехали, вот они недавно приезжали, вот один из них Вальсагов Амирхан. И привозили очень хорошую характеристику после стажировки в Англии. Вот. И сейчас их наша вот гимназия Мазрановская уже заранее предложила ему работать у себя. Ну, это если примерно он не будет никуда уезжать из республики. В общем, я так чувствую, да, прекрасные условия созданы для наших детей. Условия, да. Все условия для изучения английского здесь, конечно, есть. Вот я все время детям говорю, что вот таких возможностей в наши годы, когда мы учились в школе, не было. И по-разному мы их по-разному стимулируем. Но в большинстве своем дети заинтересованы, конечно. Они проходят очень хорошую закалку, становятся самостоятельными. И вот этот контингент детей от кадетского корпуса, он как-то отличается даже вот от тех детей, которые каждый день находятся с мамами, с папами дома. Вот. Они очень самостоятельны. Принимать решения. Да, вот я даже сравниваю со многими своими вот племянниками,
примерно, я говорю, вот племянник, и свои дети, вот они отличаются, они более самостоятельные, вот, когда я их встречаю на улице, ну, очень обходительные дети, вот в большинстве своем, вот контингент детей, лично я довольна этими детьми. Но все-таки здесь огромная работа идет. Вообще, вот как ваш педагогический коллектив? Есть какое-то вот свое кредо или вот общая задача, общее что-то вот одним словом вы выразили? Ну, я одним бы словом выразила, если честно, что коллектив очень трудолюбивый. Вот что касается вот педагогического состава, вот у меня другого слова лично нет. И в этом есть залог успеха? И в этом есть, естественно, залог успеха. Я никогда не могу сказать вот лично о наших преподавателях. Ну, здесь всегда был коллектив такой, но сейчас тоже коллектив трудолюбивый, вот слов нету. Основа где этого успеха? В слаженной работе всего коллектива. Коллектив-то у нас высококвалифицированный, все идут вместе в одной упряжке задачи, мы решаем триединые. Мы, во-первых, воспитываем наших ребят, чтобы они у нас были прежде всего порядочными людьми, образованными людьми. Для того, чтобы, ну и к тому же в здоровом теле здоровый дух же, да, это обязательно, чтобы они у нас были физически выносливыми. Потом наши дети, они же отличаются от домашних детей, они более самостоятельные. Самостоятельность у них начинается даже с уроков самоподготовки. Почему? Потому что каждый ребенок, здесь нет ни папы, ни мамы, которые над ними будут стоять и требовать от них, чтобы они выполняли свою, ну, домашнюю хотя бы работу, свои задания. Здесь они знают, что им нужно делать, и отвечают за те задачи, которые поставлены, да и вообще у них своя цель есть в жизни, и они стремятся к выполнению этой цели. Каждый из них старается достичь в жизни определенных, да, своих успехов. Каждый из них. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Наши ребята все стараются. Эта поездка показала им, наверное, горизонты, расширила их и показала, чего они могут достичь, и если будут стремиться к чему-то, если упорно будут к этому идти. И к тому же еще взаимопомощь. Ведь ребята наши же там отличились не только там своей силой, ловкостью, а и этикетом, умением держать себя. Я думаю, что все это им пригодится в жизни. И последнее. Ваш кадетский корпус выиграл президентский грант. На нужды нашего коллектива, на обогащение нашей библиотеки, компьютерного нашего кабинета. Я думаю, что этот грант будет израсходован только для того, чтобы наши дети были умнее, сильнее и более здоровыми. Кадет должен хорошо учиться, иметь отличную физическую подготовку, плясать лезгинку, носить черкеску и не только, так говорят кадету, с первого дня поступления в корпус. В кадетском корпусе предусмотрены все условия, чтобы дети чувствовали себя как дома. Из года в год учебному заведению, его педагогическому коллективу руководство республики оказывает должное внимание, чтобы его воспитанники были образованными, физически и духовно развитыми, чтобы имели возможность поступать в лучшие вузы России, тем самым реализовывая свои мечты и планы на будущее. Такие победы, как второе место во всероссийских сборах кадетских корпусов и кадетских школ-интернатов России, говорит о том, что потенциал у учебного заведения есть. Поддержка образования – одно из приоритетных направлений государственной политики. В Республике Ингушетия отмечается повышенное внимание президента Республики к состоянию материально-технической базы учреждений образования. Особое внимание уделяется Горскому кадетскому корпусу.